Здравствуйте, это рубрика «Мобильные новости» и я, Ольга Башук. В эфире наш обзор на фото и видео, набравшие большую популярность за последнюю неделю в социальных сетях. Итак, начнем. Певица Кюней на главной фэшн-журнала. Солиста студии «Завод» покажут в новом сезоне шоу «Танцы на ТНТ». И самая популярная селфи-локация в этом сезоне. Обезьяна украла у Бузовой очки, довела ее до слез, а Гарик Харламов объявил Инстаграм войну. Ворона или кролик – новая оптическая иллюзия поразила пользователей сети. Депутат новозеландского парламента пришел на заседание с младенцем, а 50-летняя блогерша удачно косплеит школьниц. Эти и другие новости сегодня в эфире. Начнем мы по традиции со сводки якутских мобильных новостей. Танцоры студии «Завод» приняли участие в новом сезоне шоу «Танцы на ТНТ. Новое поколение». Трио Серго Сидоров, Айхал Рязанский и Александр Берзюков прошли отборочный кастинг еще в апреле и все лето провели на съемках. Как признаются якутяне, они очень волновались, так как на отборочный этап съехались лучшие представители Дальнего Востока и Сибири. Организаторы заявляют, что в этом году было более 2000 заявок и самое рекордное количество кастингов по различным регионам страны, а также Белоруссии. Мисс Бикини Якутия 2019 стала 30-летняя Александра Люйден. Она представит Якутию на международном конкурсе красоты «Королева Евразии». Финальное шоу конкурса состояло из выхода в купальниках, показа женской одежды, интеллектуального этапа конкурса талантов и выхода в вечерних нарядах. Напомню, в этом году в конкурсе выбрали сразу двух победительниц. Первую победительницу мисс Бикини выбирала жюри, а вторую мисс зрительских симпатий определили зрители. Ею стала 29-летняя Александра Бронных, которая получила право представлять республику на международном конкурсе красоты «Мисс Евразия». Жизнь артиста, гастролирующего по России с прикосновением моды и прохлады. Фотографии якутской певицы Кюней опубликовали в онлайн-журнале Modик Magazine. Ульяна Лифу – певица, которая начала свою карьеру более 20 лет назад. Родилась и выросла она в Якутии, выступала на якутском языке под именем Кюней. В своем инстаграм певица рассказала, как ее снимки попали в журнал. Именно этот фотосет фотограф решил отправить в журнал, где он лежал довольно долго на согласовании и наконец-то был опубликован на этой неделе. Тем временем пара из Якутии сфотографировалась с медведем. Фотограф Ирина Пирогова специализируется на фотосессиях с экзотическими животными. Больше всего у нее снимков с ласковым и нежным зверем – медведем Степаном. Недавно в социальных сетях она разместила фото Степаши с парой из Якутии. Снимки моментально облетели якутские социальные сети, даже несмотря на то, что их сделали в 2017 году. Целый коллектив медведей, но на этот раз не дрессированных, окружил машину с людьми в Якутии. Голосолапые очень хотели кушать, и поэтому они всячески выпрашивали угощения у проезжающих путников. По словам очевидцев, этот поступок связан с пожарами в лесном массиве. Весьма впечатляют коммуникативные навыки этих животных. Один из них даже встал на задние лапы. Но, увы, просьбы мишек были отклонены, так как у авторов видео еды с собой не было. Лапы, смотри. На север, да не надо. Если народ тянется к прекрасному, ругаться не стоит. Так говорит хозяин подсолнухового поля в Хангаласском Улусе. Именно оно стало одним из самых популярных селфи-мест в этом сезоне. Первое время фермер Андрей Михайлов боялся, что посетители затопчут урожай или будут срывать цветы. Но со временем успокоился и повесил объявление, надеясь на совесть селфистов. Ежедневно на поле приезжают десятки якутян любоваться красотой и фотографироваться, оставляя в памяти яркие цвета лета. Перейдем к российским мобильным новостям. Гарик Харламов объявил Инстаграм войну Сильвестру Сталлоне и Арнольду Шварценеггеру. Помните, как русскоязычные пользователи Инстаграм атаковали в комментариях Леди Гагу? Теперь это превратилось в настоящий флешмоб под названием «Русская кибератака». Правила просты. Нужно зайти на Инстаграм-аккаунты Сильвестра Сталлоне и написать ему «Мне нужна твоя одежда и мотоцикл». Подписчики Харламова, которых больше 6 миллионов, дружно приняли вызов и устроили полномасштабное интернет-вторжение. Под трейлером нового фильма «Рэмбо 5. Последняя кровь» набралось более 22 тысяч комментариев. Но россияне писали не только фразу, которую сказал Харламов. Русскоязычные пользователи решили поимпровизировать и поделились со Сталлоне любимыми рецептами, а также задавали разные животрепещущие вопросы. Затем внимание перешло на Арнольда Шварценеггера. Ему нужно было сообщить следующие слова. «Никогда не забывай о том, кто ты, Симба». Результаты штурма могут обрадовать Гарика. Под видео с тренировкой Железного Арни более 15 тысяч комментариев.
Обезьяна украла у Бузовой очки и довела ее до слез. Сейчас у телеведущей съемки на Бали, и недавно певица рассказала в своем инстаграм о том, что побывала в храме Улувату, где и встретила стаю обезьян. Спутник предупредил звезду, что лучше снять очки, так как животные могут их сорвать. Однако знаменитость это не остановила. На одном кадре Бузова делает селфи на фоне обезьян, а на другом примат уже грызет очки певицы. Ольга расплакалась и попросила мужчин вернуть ее аксессуар. Однако мартышка уже успела испортить очки. Ты видел? Видел, ужасно. Она просто на меня на лицо набросилась. Забери очки. Антон, пожалуйста, это... Вы что такие наглые, вам не стыдно? Это мои очки. Ой, господи. Они меня... Давай просто сейчас. Подождите, я боюсь. Сильный коза, Интересно. давайте чуваку закормим. Вот, все, ну все. Рэпер СТ сделал жене невероятно романтичный подарок. Музыкант посвятил супруге новый трек «Сам не свой». Трогательный презент от музыканта стал сюрпризом к 33-летию возлюбленной рэпера Ассоль Васильевой. Уже на следующей неделе на новую композицию запланирован выход официального клипа. Пока же поклонники пары могут насладиться нежным роликом, который супруги сняли в Монте-Карло. Я хочу тебя, я хочу с тобой. А в Петербурге передавили 20 тонн помидоров. Нет, это не борьба с санкционкой, просто в городе впервые прошла томатина, битва на помидорах. Говорят, кровавое сражение того стоило, эмоции били через край. Однако битва в стиле испанского праздника разгневала пользователей соцсетей. Многим показалось неуместным устраивать подобные расточительства в городе, который пережил блокаду. В свою очередь, организаторы помидорной битвы оправдываются тем, что использовали для нее только непригодные для употребления в пищу томаты. Челябинец выставил квартиру на продажу и стал звездой сети. Мужчина с юмором подошел к решению жилищного вопроса и прифотошопил на фото интерьера в стандартной трешке самого Тарантино. Изображение режиссера Александр позаимствовал из фотосессии, сделанной во время визита Тарантино в Москву. По словам находчивого россиянина, пока покупатели на жилплощадь не нашлись. Все-таки квартиру продать – это не поле перейти. А художники из Екатеринбурга украсили ремонт дороги шуточными знаками. Все они стилизованы под таблички, предупреждающие о ремонте. Но вместо привычных людей с лопатой и текста «Внимание! Ведутся ремонтные работы», команда изобразила задумчивые эмодзи и обращения к прохожим. К примеру, может, у Вселенной есть дела поважнее, чем посылать нам знаки. Художники рассказали, что первый знак, который они установили, рабочие приняли за настоящий и переносили от одного объекта к другому несколько дней. Я довольный треугольник, идеальный кандидат. В Татарстане поющий Эчпочмак зовет всех на выборы. Глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов присоединился к предвыборной агитации. У себя в соцсетях он опубликовал ролик с радостным поющим Эчпочмаком в тюбетейке. Предупреждаю сразу, эту песню невозможно выкинуть из головы. Я довольный треугольник, идеальный кандидат, ровный, вкусный и умелый, каждый мне безумно рад. Дибли-дибли-ди, 8 сентября на выборы иду. Расскажу еще про один необычный треугольник, а точнее пирамиду позора. Самарские коммунальщики устанавливают их перед домами должников с 2018 года. А теперь пирамиды начали эволюционировать, они заговорили. В бетонные конструкции встроили специальные динамики, из которых раздается вот такая устрашающая запись. Оплатите свой долг за водоснабжение 21 023 рубля. От долгов не спрячешься. Коммунальной службе действительно удалось добиться своего. Должник заплатил по счетам, а пирамида переехала ябедничать к другому жителю города. Перейдем к мировым мобильным новостям. Глава парламента Новой Зеландии нянчил младенца прямо на заседании.
Видеоролик, на котором спикер Тревор Маллард ведет заседание с младенцем на руках, набирает бешеную популярность в сети. Маллард кормил ребенка из бутылочки, играл с ним и при этом умудрялся вести заседание парламента. Как выяснилось, это был ребенок его друга, члена парламента Тамати Кофи. Чтобы отец мог спокойно выполнять свои обязанности, Маллард, опытный отец 3 детей, взял на себя обязанности няни. Позже на своей странице в Твиттере он написал: «Обычно в кресле спикера сидит только председатель, но сегодня вместе со мной в нем сидел VIP-гость». Миграция надувных матрасов в США попала на видео. В Колорадо из-за сильного ветра в воздухе оказались десятки массивных надувных матрасов. Под напором стихии они буквально прошагали несколько сотен метров, перепрыгивая через кусты, заборы и другие препятствия. В этот день местные жители собирались посмотреть кино на свежем воздухе, для чего и были приготовлены надувные матрасы. Однако погода резко изменилась, небо покрылось тучами и налетел сильный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Как показал опыт, чтобы матрас не улетел, на него нужно просто лечь. Блогерша удачно косплеит школьниц, но есть одно но – ей 50. Саюри Озаки из Японии выглядит словно юная модель. На ее страницу в Инстаграм уже подписались больше 20 тысяч человек. Многие пользователи до сих пор не могут поверить в возраст японки, которой в июле исполнилось 50. Отмечу, что на самом деле Саюри никогда не была моделью, помимо увлечения косплеем у нее есть основное занятие – она комик и выступает в дуэте вместе с мужем. Блогер подружился с маленькими черепахами. Ведущий YouTube-канала The Fish Whisperer угощает их клубникой и специальной пиццей из долек арбуза с начинкой из рыбы. В роликах черепахи с громким хрустом откусывают небольшие кусочки пищи, после чего сразу же бегут к пруду. Но не потому, что стесняются, просто вода помогает им проглатывать еду. He doesn't want the melon. No, you can't have that. Отмечу, что кроме арбузов и рыбы, черепаху угощают клубникой, морковкой, яблоками и даже мороженым. Turtles are crawling up. We'll see if they like it. Oh, look at him. Dang, he's taking bites out of it. That's awesome. He's taking at least 8 bites out of it. Look at that. He's got a piece of shad. Got a new turtle. В сети сейчас пытаются разгадать двуличное животное, которое поглаживают на видео. Половина уверена, что это ворона, которая от удовольствия раскрыла клюв. Другие категорически не согласны и видят кролика с поднятыми ушами, а гладят его по носу, как любят эти животные. Понять, шерсть это или перья на видео вообще невозможно, что делает споры еще более жаркими. Пользователи часами пересматривают эти кадры и уверяют, с каждым разом запутываются все больше. Теперь вам будет о чем подумать до следующей недели. А это были мобильные новости. Новости, которые вы делаете сами. Если вы стали очевидцем интересного события, являетесь автором популярного ролика, присылайте свои материалы в WhatsApp на телефон, который вы видите сейчас на экране. Помните, именно ваше видео может стать популярным. Ну а я прощаюсь с вами до следующей недели.